Президент Алан Гаглоев провел совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Южная Осетия. Глава государства тепло приветствовал делегацию во главе с заместителем министра экономического развития России Сергеем Назаровым. Добро пожаловать. Спасибо, что всегда рядом с нами, поддерживаете народ республики. И вместе у нас в ходе работы бывают положительные результаты. Президент напомнил, что в этом году завершается программа социально-экономического развития на 2022-2025 годы. Сейчас республика вступает в новый этап планирования. С 2026 года у нас начинается новый цикл. На финишной прямой находится формирование новой государственной программы социально-экономического развития 2026 по 30-е годы и новой инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия на 26-28 годы. Глава государства подчеркнул, что от реализации государственной программы социально-экономического развития Южной Осетии и инвестиционной программы народ республики ожидает перемен к лучшему. Руководство республики и народ, конечно же, ожидает перемен в лучшую сторону. Это и качественное медицинское обслуживание, качественные дороги, повышение заработных плат, создание новых рабочих мест путем реализации проекта в рамках программы привлечения инвесторов и многое другое, которое нам надо учесть в новой программе. Коснувшись вопроса финансовой поддержки, президент подчеркнул, что республика осознает текущие обстоятельства, связанные с проведением специальной военной операции. Мы, конечно, с пониманием относимся к сегодняшней ситуации с учетом проведения специальной военной операции. Но вместе с тем мы должны делать все от нас зависящее, чтобы повышать уровень благосостояния и народа Российской Федерации в Южной Осетии. Наши граждане тоже являются передовыми участниками этой специальной операции. Алан Гаглоев добавил, что при всем понимании текущей ситуации республика рассчитывает на дальнейшее взаимодействие с российскими коллегами. Предлагаемая вами конструкция по госпрограмме в целом поддерживается. Ну, конечно, есть предложения и по внесению изменений программы социально-экономического развития. Это будет личная просьба и предложение. Вопрос о необходимости изыскания дополнительных финансовых возможностей в 2026 году для реализации мероприятий государственной программы, в том числе увеличения объемов инвестиционной программы. Глава государства выразил слова благодарности руководству России за неизменную поддержку и постоянную помощь. Для кого не является секретом, что нам ежегодно приходится запрашивать дополнительную финансовую помощь с 2023 года. На это есть объективные обстоятельства. Но здесь я хочу выразить слова огромной благодарности и признательности нашим российским коллегам, президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу за поддержку и за постоянное внимание. Мы эту поддержку чувствуем в постоянном режиме и в самые трудные времена, и сегодня. Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Сергей Назаров со своей стороны отметил, что в рамках формирования федерального бюджета по направлениям, отраженным в соглашении между странами, удалось достичь ряда компромиссов. У нас действительно проект бюджета уже сформирован и по инвестпрограмме, и в составе госпрограммы тоже по объектам мы обсудили. Думаю, что найдем, будем так говорить, точки соприкосновения. Назаров подчеркнул, что первый международный экономический форум, прошедший в Схинвале, дал мощный импульс развитию деловых связей. В рамках форума, который проходил в республике, такой первый форум, который, мне кажется, дал хорошие импульсы. Мы здесь вместе с вами нацелены на привлечение бизнеса. И вот такой первый шаг сегодня в рамках обсуждения – это все-таки встреча бизнес-сессий по обсуждению наращивания потенциала республики, чтобы расширялись возможности самой республики. И я думаю, что это такая важная задача и важная миссия, которую тоже мы предварительно с правительством обсудили по подходам. Надеюсь, что тоже получим соответствующий эффект в рамках развития республики. С точки зрения самой сессии уже есть положительный момент по активизации этого взаимодействия. И более того, мы тут, Кавказ РФ как институт развития у нас есть по Северному Кавказу. Мы там расширяем его, собственно, полномочия, и он также будет взаимодействовать с Республикой Южная Осетия по оказанию тут поддержки. Я думаю, что рассмотрим таких вариантов.
это будет там точки соприкосновения. Министр труда и социальной защиты Южной Осетии Олег Гаглоев в своем выступлении обратил внимание на вопрос уровня доходов работников бюджетной сферы. Это ветеринария, лесное хозяйство, средства массовой информации и от других. Из-за того, что в этой категории сосредоточены три настолько разнородные группы, средняя заработная плата у большинства из них также составляет ниже прожиточного минимума. Этот вопрос вызывает и как социальную напряженность в обществе, есть проблемы с доведением до уровня, учитывая наш бюджет и состояние нашего бюджета, есть проблемы с доведением до уровня прожиточного минимума. И соответствующие решения, проекты соответствующих решений прорабатывались с российскими коллегами, но по финансовым причинам как раз они не попали в госпрограмму. Олег Гаглоев подчеркнул, что особенно сложная ситуация складывается у технического персонала органов государственного управления. Кроме того, у нас за пределами и в ранее заключенном договоре и сейчас остались такая категория работников, как техперсонал государственных органов. Заработная плата их составляет буквально с начислениями 14 тысяч, а при этом прожиточный минимум у нас составляет больше 20 тысяч рублей. В составе прочей категории там присутствует и руководящий состав учреждений, технический персонал, вспомогательный персонал и ряд отраслей, которые не попали в предыдущие категории. Это ветеринария, сельское хозяйство, средства массовой информации. Просто остальные 12 категорий, они, соответственно, предусмотрены и прописаны отдельно, а эти сидят в общей массе, в общем котле, и при этом средняя зарплата определена как 21 тысяча рублей, что и так уже составляет не намного больше прожиточного минимума, а учитывая, что там и руководящий персонал, и техперсонал, то, соответственно, у большинства, к сожалению, порядка 2000 человек меньше прожиточного минимума заработной платы. Эту категорию, к сожалению, наши коллеги отказались рассматривать, потому что в действующем соглашении этой категории не было. Сергей Назаров заверил президента, что на следующей неделе будут обсуждены вопросы касательно низких зарплат в Южной Осетии. Да, с Минтрудом сейчас все эти подходы обсудим, посмотрим, какие варианты решения. И тогда, я думаю, что там, в следующей неделе уже обменять. Здесь уже Сергей Макарович, с этой проблемой просто просьба. Ну, понятно, что найти решение. Да, надо как-нибудь выходить из ситуации. Что, давайте это просто находить варианты решения. Министр экономического развития Южной Осетии Сармат Кутаев рассказал о целях новой программы соцэкономразвития республики. Цели, которые мы ставим в государственной программе, это рост валового внутреннего продукта на 37%, рост собственных доходов государственного бюджета на 40% и рост среднемесячной заработной платы в отраслях экономики на 56%. В завершении глава государства выразил благодарность российской стороне за конструктивную работу. Зарина Кочева, Сармат Гузитаев, Ринат Мидоев. Информационный выпуск сегодня.